Так, всем привет! Получила я заказы, трендовые это заказы клиентов по моему интернет-магазину. И хочу вам показать обзор, чтобы вы могли определиться со своим выбором, да, покупать у меня или не покупать. Так что всем привет, присоединяйтесь и смотрите. Передаю телефон папе, он будет меня снимать. Так, папа, получается, ты вот так держишь. Так, и на меня показываешь. Все, меня снимаешь. Так, первый товар, который я хочу показать, это пижамы новогодние. Скоро Новый год, фотосессии, ура, ура. Вот такая пижама классная, я вообще в восторге от качества, от посадки, от ткани и как она на меня села. Что хочешь сказать? Что машешь? Папа мне машет. Привет, говорит. Привет, папа. Что хочешь? Говори. Поворачивайся еще раз. Я еще раз повернусь. Папа говорит, повернись. Вот так. Все видно? Все идеально сидит. Размер у меня L-ка. Взяла я L-ку. 46 размер. После родов чуть-чуть прибавила. Ничего, это у меня наоборот крашит, да? Рост 165. Длина, смотрите какая, да? Допустим, если у вас размер L и рост будет ниже, вообще будет идеально. Будет вот так тут у нас сгибаться и все такое, короче. А у меня прямо ровно, да? Давай без тапочки. Вот такая ровная. И ткань такая нежная, такая гладкая, приятная на ощупь прям. А тут хбшка. Точно хбшка. Приятная хбшка. Можно ее даже не то что на фотосессию, можно ее как ночнушку, как пижаму использовать, да? Тем более у нас в квартире прохладно, зима. Ну и все такое. Сейчас покажу к детям. Кто, если не знает, у меня двойняшки. Взяла одинаковый размер. Это у нас размер, по-моему, 90 или 80. Ну, ты снимай, как я показываю, па. Вот я так снимаю, значит, ты снимай вот так. Хорошо? Чтоб я не вот так делала. Вот такие штанишки. Такие же, как у меня, но маленькие. И кофточка. Такого тоже. Тут, получается, она как атласовая. Вот, такая гладенькая, а тут она хбшка. А тут наклейка. Олень наклейка. Вот такие. Надеюсь, размеры подойдут. Вот такие взяла. Сейчас покажу мужу. У меня муж большой человек. Ты меня вот так не снимай. Ты меня вот здесь снимай. Я буду сама ходить, хорошо? Размер он носит 54-56. Взяла самый большой 3XL. Вот такая огроменная пижама. По ширине она ему подойдет. Его сейчас нету, поэтому не могу сказать точно. По длине сомневаюсь, что ему подойдет. Ну ничего, на фотосессию пойдет. А если что, деду отдадим, да? Деда будет носить. А штанишки вот такие. 3XL. Материал вот такой. Все, вот такая вот пижама. Следующий товар, который я хочу вам показать, это вот такие термобелье заказали. Термобелье мужу хотела вообще сказать, да, заказать. Точнее, он мне сказал, чтобы я ему заказала именно вот это такое термобелье, что он очень хороший, ну, типа, для военных специально сшитые, да, созданные. Внутри такой флисовый, можно сказать. Вот так она. Так, тут фирма не написано. Ну, написано вот 5.11. Ну, типа, не знаю, как называется фирма. Размер подбирали по параметрам мальчика, молодого человека. Заказала мне клиентка 2 штучки на своих сыновей.
кроме штанишек, кофточки, есть еще вот такие штанишки. На мальчика это размер, по-моему, М-ку. Да, М-ку она заказала на мальчика. Вот такие вот штанишки. Не знаю, как трико, да? Так, дальше. Заказала я своему мальчику вот такой комплектик. Комплект состоит из штанишек. Она сделана тонкая, не то тонкая, но такая, как под бархат. Под тонкий бархат сделана. С кармашками и жилетиком. И таким. Милята-милятой называется. Вот такая. К нему идет. Отдельно, ну как в комплекте можно заказать. Можно отдельно, вот получается, брючки и жилетку заказать. Если хотите, можно к нему и заказать рубашку и бабочку. Если честно, рубашка, мне больше материал понравился, чем вот этот комплект зам, да? Он более приятный на ощупь. Он чуть-чуть еще с флисом. Что такой тепленький такой, что ли, плотненький такой материал. Прям очень-очень приятный. Угу. Дархану будет приятно в нем ходить. Вот такой, как полуфутболка, да? Угу. И бантик такой миленький на закрепочках. Потом я себе заказала. Ну и клиенткам, да, заказали. Комплект такой. Шапочки с шарфиками, с хомутами. Сейчас покажу, как она смотрится. Она очень приятная на ощупь. Такая прямо нежная. Она не чешется ничего вообще. Такой флис такой нежный. Шапочка, она вот так выглядит. Такой помпончик. Чуть-чуть помятый пока. Только достали, да? А сзади, самое интересное в этой шапке, что у нее разрез есть. Это для того, чтобы мы хвостики делали, косички, чтобы нам не мешали шапочки. Вот у меня всегда поднимается шапочка наверх, когда я одеваю шапку из-за волос. Потому что объемные волосы, и шапочка вот так всегда поднимается. И вот так. Она очень вот так удобно садится, прямо обволакивает голову, и нигде нету зазора, что вот самое приятное, я боялась, что будет продувать, но нет, продувать не будет, потому что она прямо вот села как надо, а у меня голова большая. Если голова большая, обычно шапочки маловатые бывают, да, и у кого большая голова, есть такая проблема, что, допустим, покупаешь шапку, она маленькая, помоешь ее, и она стянулась, и все. Ее невозможно носить потом. У меня таких шапочек очень много, которых невозможно носить из-за размера. Так, следующее, что я хочу показать, это платьишки. Платьишки для наших девочек, для наших принцесс. Вот такая платьишко. Расцветков 4. Сзади у нее такой бантик будет. Ну, нужно погладить, конечно, распушить вот эту всю красоту. Погладить ее. Тут есть подклад. 1 подклад, 2 сетка. И 3 такая атласовая. И сама кружевная. Вот такая. Вот такое платьишко. Оно не жесткое, оно приятное, да. Милане будет удобно. Она с подкладом. Что очень даже хорошо, когда с подкладом, ХБшным подкладом, это очень хорошо. А если ты берешь платье, и там нету подклада, чисто платье, да, и швы тут, это неприятно ребенку, ребенку неприятно в нем ходить. Сразу капризничать начинает Милана. В первом своем платье у нее нету подклада. Такое платьишко. Она на пуговицах вот наверху, сзади. А сзади у нее такой разрез. Я дембалар, такой разрез. Это на рост 110.
Ой, ну да, нужно все погладить. Она блестящая. Материал такой блестящий. Тут кружева. Сейчас посмотрим, что внутри. Вместе с вами смотрю. Я сама не смотрела. Раз, два, три. И вот сама. А, их 2 штучки. Вот, тюли. 2 штучки. Вот все. Раз, два, три, 4, 5 слоев. Ну вот они так считаются по слоям. Вот такое платьишко. Нужно ее погладить хорошенечко. Следующее платье. И это вот такое помятое, но очень красивое платье. Их очень много расцветков. Есть темно-синие, есть белые, есть красные, есть голубые, есть розовые, есть такие малиновые. Вот заказали такую. И ну, много чего заказали. Там я просто по одной штучке вам показываю. Так, что внутри? Раз, подкладка, 2, 3, тюль, 2 тюля. Ага. Ну и сама вот задний хвостик такой. И еще вот такой хвостик. Он крепится на булавочке. Можно ее потом снять, если ребенку она не нравится или мешает, да, вот этот хвостик, который делает этот, как шлейф делает, да, можно ее снять, этот бантик. На каком-то, вот на этом желтом платье тоже можно бантик снять, сзади которое. Вот такое платье. Так, у нее тут бусинки, стразы, как она, вот такая вот симпотная такая, вся в кружеве. Если погладить, одеть на принцессу, будет красота. Вот так. А сейчас еще покажу свое платье. Которое я так быстро заказала, нашла так быстро. Вот такое шикарное. Но оно очень длинное, походу. Не знаю, надо мерить. Заказала я по параметрам. По параметрам заказала это платье. Тут она украшена и стразы, и бусинки, и цветочки, и кружева. Чего тут только нету. Если честно, все аккуратно, все красиво сделано. Нитки не торчат. Я боялась, что будет некрасивый узор, и боялась, что я буду некрасивая. Значит, буду шикарная. На Новый год, на фотосессию, на день рождения. Вот это вот платье будет меня украшать. Вот такое вот. Посмотрим, что внутри. Так, сюда повесим. А я платье, что хочу, то и делаю. Могу повалять на полу. Так, атласовый подклад. Вот такой. Угу. И да, и все тут. Получается один атласовый подклад и 2 слоя, как сказать, 2 слоя, короче, материала. Сетки, да? Так, сзади. Самое интересное тут. Давай покажи. Чубганка, да? Тут она крепится на крючке. Так, на крючке. Тут у нее есть нагрудной подклад. Вот такие. Она как на корсет, как будто корсетный такой. И сзади тоже вот этот косточки есть. И что самое приятное в этом платье, это ее лента, на которой можно регулировать свой размер. Понимаете? Если у нас живот, мы быстро это дело замянем красиво. И нужно ее завязать очень красиво, только аккуратно вот так туда-сюда мотая. Вот так завязать, туда-сюда, туда-сюда и вот до сюда. Вот такая красота будет. Так, что сказать-то? Нужно мерить, и я еще не мерила, если честно. Вот только достала. И, если честно, довольна качеством. Вблизи покажи вот эту красоту. Вот. Вон на вот ухтах сетка. Угу. Можно носить
с телесными лямками, да, значит, лифчик. Вот такая вот. Да, очень красивое платье, очень красивое. Подобные платья мы уже заказали. Подобные платья мы заказали невесте. Мне заказ сделала невеста, представляете? Заказали мы подружкам невесты на самолете, чтобы быстро приехала. Подбирали очень долго. Ну, невесты подбирали, не невеста, а подружка невесты. Подружки подбирали очень долго, поэтому заказали на самолете, чтобы быстро приехал. Так, следующий товар. Это такие боты. Это мой 40-й размер. Он ровно сидит у меня. Нужно было 41-й заказывать. Потому что он прямо ровно, без теплых носочков я его могу носить. Значит, они маломерят. Или как? Или у меня нога увеличилась после родов. Заказали таких бежевых, бордовых, всяких разных цветов. Пришли не все, но что-то пришло. Так что будем отписываться с клиентами, которые заказ сделали. В принципе, они смотрятся аккуратно. Они... О, какие они удобные. Они как такие легкие. Они очень легкие. Это вот сравнительно с унтами, это вот легкость на ногах. И такая прямо, не знаю, хочется прыгать. Вообще классные. Вообще красота, девочки. Стоит, именно вот эта модель стоит 1600 рублей. А внутри не натуральные. Поэтому, не знаю, ну, производитель гарантирует до 35 градусов можно носить. Вот так. Следующий товар. Это вот такие... Это хотелка моего мужа. Он мне специально отправляет, с Алиэкспресс находит, говорит, нужно вот такие заказать. Они очень хорошие, там все такое. Он там тоже смотрит, везде рыскает всякие товары, мне подсказывает. И сказал, я хочу вот такие, мне закажи, найди, говорит. И все, я, короче, нашла, и клиентам тоже предложила. Нашла я проверенного там продавца, у которого отзывы хорошие, продажи хорошие. И заказала мужу. Надеюсь, размер подойдет. Если не подойдет, то продадим. Цена у нее, я не помню, нужно мне посмотреть, какая цена. Если интересно, вы мне напишите на WhatsApp или Директ. Так, кто-то проснулся. Все, кто-то проснулся. Девочки, кто-то проснулся. Еле успели. Вот так. Что вы мне писали или не писали? Так, посмотрим. Термобелье. Вы мне напишите, пожалуйста. Я точные цены не могу сказать сейчас. Мне нужно в тетрадку посмотреть, хорошо? Чехол второй пришел для Samsung S9. Нет, не пришел. Нет, не пришел еще чехол. Получается, на следующей неделе, наверное, придет. Так, ну вот эти сапоги, надеюсь, мужу понравится. Резиновая подошва, я уже пощупала ее. Прямо, если читать, да, там на сайте, как бы очень теплые будут зимой их носить, очень тепло. И как раз вот этими спортивными штанами, комбинезонами, да, и будет ему очень комфортно. Ну, одевать, снимать, вот это, да, с унтами очень неудобно, и унты жалко с этими комбинезонами вообще носить. Пришли. Вот. Звездочки пришли и дождики пришли. Еще не знаю, сколько пришло и что пришло, но точно вижу, что пришли звезды, и точно знаю, что пришли дождики.
с Луной почему-то еще пока нету. С Луной и звездами заказывали. И себе тоже заказывала. Вот так. Что еще вам показать? Красоту! Ночник заказали. Но я себе своим заказала. И заказала еще клиентки, заказали тоже. Он будет мигать. Давайте посмотрим на коробочке, как он будет мигать. Ну, типа так. Типа звездное небо. Вот так. С луной, с какими-то мишками, желтыми, зелеными, синими, зелеными. Луна такая желтая. Не знаю, что тут еще есть. Вообще, они вот так отличаются. Есть сиреневая, синяя и розовая. Цветами как бы отличаются. А так все в основном они светятся как 4 разных цвета у нее. Ну, как рисунка, да? Нужно будет мне сторис сделать, включить вечером. Вечером включу. И когда муж придет, включим. И посмотрим, что да как. Что еще вам сказать? Мне пижама очень понравилась. Мне очень комфортно. Честно, вот от души рекомендую. Платье я вечером одену. Нужно сперва погладить. Точнее, одену, а потом поглажу. Пойдем ты анете варя. Про звезды говоришь, да? Про Луну, да? Ну да, прочитаю. Или на донышке коробки, может, есть. Я еще не смотрела, не копалась. То, что наверху лежало, я вытащила. В принципе, вот так посмотрела, нету, короче. Так, что еще? Ну все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пишите в директ, на WhatsApp. И пока-пока.